Русско-Кавказская война. От Золотой Орды до владей Кавказом. Часть 1. Центральная власть Орды начала распадаться в XV веке. Образовался вакуум власти, который пытались заполнить золотоордынские улусы, в числе которых были русские, кабардинцы, нагайцы и их вассалы. Одним из самых сильных среди осколков Орды была Золотая Орда или Капорда. Политика через женитьбу их элит была важным инструментом в формировании новых альянсов, как во внутренней борьбе, так и во внешних войнах против других народов. Сравним первые записанные ордынские русские былины с задокументированными ингушскими былинами или русская былина о первом вольном царе, собранная Киршей Даниловым. Кирша Данилов – составитель древних российских стихотворений, первого сборника русских былин, исторических, лирических песен, духовных стихов. Мастрюк Темрюкович. В годы прежние, времена первоначальные, при бывшем вольном царе, при Иване Васильевиче, когда холост был государь, царь Иван Васильевич, поизволил он жениться. Берет он, царь-государь, не у себя в каменной Москве, а берет он, царь-государь, в той Золотой Орде, у того Темрюка-царя, у Темрюка Степановича, он Марью Темрюковну, сестру Мастрюкову, Купаву крымскую царицу благоверную. Из данной былины мы делаем выводы. Во-первых, Темрюк не был князем, как о нем пишут современные русские историки, он был царь. Во-вторых, Иван Васильевич Грозный был первый независимый царь России. В-третьих, Капорда была той самой сильной и знаменитой Золотой Ордой. В-четвертых, когда указывают Марью Темрюковну, указывают ее происхождение Купава-крымское. Из чего, конечно же, можно уверенно сказать, что кабардины родом с Крыма. И на Центральном Кавказе появились только в середине XVI века, что также подтверждает большой кабардинофил академик Лавров. Ингушская или Махкинан в переводе на английский родина. Записанные в XIX веке. Кто хочет послушать, тот пусть же внимает, что песня нам скажет про время былое, про жизнь наших предков, про участь народа. Когда это было, никто не упомнит. Должно быть лет 300 назад. Народ наш в то время богатый, живучий в долине Доксельджи, размножился быстро до гор Ачелукских. И жил бы доселе, если бы не дьявол, которому стало досадно, что людям привольно живется. Известно, что дьявол не любит довольных, а любит, чтоб плакали больше. Так вот он и стал изощряться, придумывать средства, отнять у них счастье и выдумал куру. Собрал подчиненных и дал им свое приказание убрать всех счастливых с равнины, развеяв по дальним горам и теснинам. А духи, приказ получившие, мигом рассыпались в разные страны, скорее исполнять повеление. И вот потому-то, однажды, ночной порой нагайские орды с толпой кабардинев напали на наше селение, жители коих все спали спокойно. Резня началась повсюду, и кровь обогрела долину. Пожары везде запылали. Прадеды наши, вскочивши с просонья, оружия в руках не имели, дабы отразить нападение, и гибли все в яростной битве. Женщины же, девы и дети горько рыдали, в плен попадая. Из ингушского или Махкинан можно сделать выводы. Первое. Что ингуши жили в долине Большой Сунжи, так называемую Док-Солжи, и размножились до гор Ачелукских. Второе. Ингуши знали, что нагайцев было несколько орд. Третье. Записанная в XIX веке ингушская былина или Махкинан говорит, что геноцид ингушей был 300 лет назад, то есть в XVI веке. Но какие важные события проходили в XVI веке? Во-первых, русский царь Иван Васильевич Грозный женился на царевне Марии Темрюковне. Вторая дочь Темрюка вышла замуж за нагайского хана. Темрюк направил посольство к русским с просьбой помочь закрепиться на Сунже. В декабре 1562 года по приказу Ивана Грозного русская артиллерия с казаками от Московии. Потом по реке Волги до Каспия.
вместе с толпой кабардинцев и ногайскими ордами вероломно напала на ингушей, уничтожив свыше 160 селений ингушей на равнине. Оставшиеся в живых люди обществ у реки Кистень, что под нынешним Моздоком, так называемые мшанские люди. Ингуши нынешнего пригородного района, так называемой Джираховской долины или ераханские люди. Ингуши Большой Сунжи, так называемые сонские люди, бежали в горы к своим родственникам-горцам и нашли там приют. Начинается долгая осада Кавказа Ордой. Именно об этом периоде пишет хорошо знавший историю Кавказа генерал-лейтенант Андрей Григорьевич Шкуро, воевавший против ингушей в начале XX века. В своих мемуарах записки белого партизана. Еще со времен покорения Кавказа, отчаянно защищавшие свою независимость, храбрые и свободолюбивые ингуши были частью истреблены, а частично загнаны в бесплодные горы. На принадлежавших им прежде плодородных землях расселили терских казаков, основавших на врезавшемся в Ингушетию клине свои станицы. В 1566 году в Москву направляется очередное кабардинское посольство с просьбой установить на Сунже форт. И в 1567 году русские устанавливают в устье Сунжи Сунжинский городок. В том же самом году ингушский национал-предатель Ших Мурза Окотский пишет на имя царя Ивана Грозного челобитную с просьбой принять его в подданство. Покидает ингушскую демократию, присоединяется к ордынской вертикали власти. В 1588 году получают грамоты на княжение от русского царства вместе с кабардинским князем Алхасмузой и прилагающимися рабами и холопами из других народов. Ну а что же ингуши? В 1589 году русские пытаются нахрапом пройти через ингушские земли и подвергаются атаке ингушей, или так называемых горных людей Калкан. Но как же жилось ингушским национал-предателям, перешедшим на сторону русских и переселившихся в Терский город, и проводивших политику ордынцев против ингушей? Ответ на это мы находим из архивов, опубликованной Кушевой. В особом положении оказались акачане, выехавшие служить в Терский город. В 1614 году по челобитной кабардинского князя Сунчелея Янглычевича, служившего в Терском городе, царь Михаил Федорович пожаловал его за службу княжим именем, велел ему быть над акачаны надо всеми и над Черкасы, который государю на Тереке служат, князем, судить и в ратном строении, и во всяких делах ведать, и на свою государеву службу с ними самому князю Сунчелею ходить, и в поход их с государевыми людьми посылать. Подобные грамоты выдавались и потомкам Сунчелея в течение всего XVII века. О том, как жилось акачанам под властью князей Сунчелеевичей Черкасских, можно узнать из челобитной Акачан 1616 года. Князь Сунчалий обратил подчиненных ему акачан в своих холопов, заставлял их изделия на него всякие делайте, пашни пахати и сено косите. Право суда повело к злоупотреблениям и обидам. Приходя он, Сунчалий князь, в город и в съезжую избу к твоему государеву воеводе и велит нас в тюрьму сажать и кнутями бить без твоего государева ведома и без вины и великую нам тесноту и изгоню чинит. Писали национал-предатели, праотцы будущих чеченов. И далее. Вот пример, относящийся к первым десятилетиям XVII века. Кабардинский князь Сунчалий Янглычев обвиняет 4 акачан, выходцев в Терский город, из ингушского общества Ака, в том, что они убили у него по сердцу, то есть по злобе, аргамака. Взял с них штраф, на 3 человеках 50 животин рогатых, коров и быков. А у 4 человека за его пай взял в холопы жену и сослал ее в кабаки свои в Кабарду. И далее. Кабардинский князь Сунчалий Янглычевич
служивший в Терском городе, заставлял зависимых от него акачан, ингушей племени Акка, выполнять на него изделия, барщину, пашня пахоти и сено косить. Те же акачане жаловались в Челобитной на Сунчелея. Постоянные нападения ингушей на русские отряды и так называемые посольства. С 1590 года по 1618 годы вынуждают русскую орду их союзников и вассалов предпринять очередную военную кампанию против ингушей. На этот раз в альянсе состояли русские, кабардины и аварцы. В 1621 году служивый кабардинский князь Сунчали Янглычевич Черкасский и сын его князь Шолос в Челобитных ссылались на свое участие в походе терских ратных людей в горы, состоявшемся в 1618 году, по просьбе аварского нуцала князя и брата его Сулеймана Мурзы и черного князя, сына Турлова Мурзы, когда был повоеваны шибутские, и калканские, и ерафханские, и мышкские кабаки, после чего шибутские, и калканские, и ерафханские, и мышкские люди вину свою принесли. И так, как мы видим, в операции участвовали терские ратные люди, в рядах которых, несомненно, были ингушские национал-предатели, кабардины и основатели Чичантала, те самые князья Турлов. Вся орда была заточена против ингушской демократии. С чем мы имеем дело и сейчас? Небольшое объяснение. Мышкыш до нынешнего времени ингушей обозначают черкесы и кабардины. Чеченов же они называют шешен. Смотри Большой русско-кабардино-черкесский словарь.